Коми стартовал набор волонтеров для федерального проекта формирования комфортной городской среды. Добровольцы будут работать в 9 муниципалитетах. Их основная задача – помочь жителям отдать свой голос за проекты благоустройства на 2023 год. О том, как можно стать волонтером, расскажет Евгений Стокас. Сложно ли проголосовать за объекты комфортной городской среды в вашем городе? Совсем нет, особенно если есть кто-то, кто может вам в этом помочь. Совсем скоро в людных местах появятся волонтеры, которые и об объектах расскажут, и проголосовать помогут. В прошлом году только в Сыктывкаре таких добровольцев было 35. Добровольцы находились в всех массовых местах, например, возле торговые центры, либо это возле здания администрации, потому что там, скажем так, большой поток людей. На территории города также были, в Эжевинском районе тоже были наши волонтеры. Те граждане, которые проходили мимо наших волонтеров, отзывались, что им было интересно принять участие, вносили свои предложения. Всего в этом году в Коми понадобится помощь 120 добровольцев. Работать они будут на территории Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Усинска, Воркуты, Инты, Емвы и Жешерта. Там, где будет проходить голосование. Со всеми волонтерами проведут обучение. Возраст добровольцев от 14 лет. В этом году это новшество, особенность, потому что в том году мы набирали ребят 16 лет и старше. Практика показала, что ребята более младшего возраста готовы активно вовлекаться в этот проект. Оставить заявку на работу волонтером можно на сайте добро.ру до 1 апреля. Помогать жителям республики отдать свой голос предстоит в течение всего периода голосования с 15 апреля по 30 мая. Голосование, как и в прошлом году, будет проходить в электронном формате. У всех добровольцев, которые будут выходить на точки, будет планшет. Они могут подойти к любому желающему и показать ему, что уже здесь сейчас вы можете проголосовать, выбрав то или иное место, за которое вы хотите проголосовать, чтобы оно стало в вашем городе или районе лучше. Формирование комфортной городской среды – один из проектов, результаты которого видит каждый. Дворы и тротуары, парки и скверы, спортивные и детские площадки. Объектов всегда больше, чем можно воплотить, а потому каждый голос важен. И часто именно благодаря волонтерам этот голос удается отдать. Евгений Стокас, Роман Боровиков, Юрган.